Теперь поговорим о том, как именно происходит процесс оплодотворения. Яйцеклетка важный, но не единственный участник великого процесса зарождения новой жизни. Сперматозоиды, мужские половые клетки, являются полноправными партнерами яйцеклетки. Их встреча происходит в маточной трубе, куда яйцеклетка попадает вскоре после овуляции. Но до этого сперматозоиды проходят довольно долгий и непростой путь. В мужской сперме, которая попадает во влагалище женщины, содержится около полумиллиарда сперматозоидов. Похожие на микроскопических головастиков, шевеля жгутиками, они стремятся попасть в шейку матки и затем в ее полость, поближе к внутреннему отверстию маточных труб. Сделать это удается далеко не всем. В саму трубу попадает примерно 100 миллионов сперматозоидов. И лишь один из этих миллионов, сперматозоид-победитель, сможет проникнуть сквозь внешнюю оболочку яйцеклетки и оплодотворить ее. Эта встреча может произойти в течение нескольких дней после овуляции, пока яйцеклетка находится в маточной трубе. Во все остальные дни менструального цикла участь сперматозоидов незавидна. Все они погибают. Процесс зарождения жизни очень сложен, и каждому из нас повезло, что когда-то тот самый сперматозоид и та самая яйцеклетка оказались в нужный момент в нужном месте. В ином случае вместо нас мог появиться на свет один из миллиардов наших возможных братьев или сестер. Как только сперматозоид и яйцеклетка объединяются, образуется совершенно не похожая ни на одного из них клетка с единым ядром. Это первая клетка нового существа. Она начинает стремительно делиться еще в маточной трубе. Вначале на две клетки. Затем каждая из этих двух еще на две. И так далее. За 3-4 дня движения оплодотворенной яйцеклетки в полости матки она успевает разделиться много-много раз и превратиться в комочек из большого количества клеток. Примерно на 7-й день после оплодотворения он прикрепляется к уже подготовленной перине, слизистой оболочке матки, и начинает впитывать из нее питательные вещества. И с этого момента становится зародышем. Зародыш начинает стремительно развиваться. На 16-й день плод состоит из нескольких тысяч клеток, а по размеру он значительно меньше 5-копеечной монетки. На 36-й день видны глаза и уши. Скелет начинает приобретать свою форму. На 60-й день плод начинает шевелиться. На 120-й день плод уже похож на человека. У него есть кожа и волосы. Его мать чувствует, как он шевелится.
А на 266-й день из двух слившихся когда-то половых клеток вырастает полностью сформировавшийся красивый ребенок.